По приросту ВИЧ-инфицированных Коми по северо-западному региону сегодня на 3-м месте. Нас опережает лишь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Это говорит о том, что вирус иммунодефицита человека спокойно распространяется среди жителей республики. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал Роман Галимов, начальник эпидемиологического отдела Роспотребнадзора Коми. Подробнее Анастасия Тюрнина. 70% населения Коми слышали про ВИЧ и СПИД, но до сих пор считают, что эти болезни их никогда не коснутся. Между тем, в последние годы все чаще вирус иммунодефицита человека находят у людей старшего возраста, то есть у тех, кто уж точно должен задумываться о своем здоровье. Любое употребление психоактивных веществ влечет за собой раскованное сексуальное поведение. Отсюда употреблять спайсы, как раньше говорили, там курить траву, таблетками какими-то пользоваться, дышать моментом и прочими делами. Все это приводит в конечном итоге. Если один в этой, скажем, компании, скажем так, ВИЧ-инфицированный, кто-то имеет с ним какие-то половые отношения, то, соответственно, происходит дальнейшее распространение инфекционного заболевания. В Коми случаев заражения ВИЧ при эндоскопических исследованиях, в стоматологии, в тату-салонах и на маникюре не зарегистрировано. Специалисты соблюдают санитарные правила. Не было жалоб в Роспотребнадзоре республики от самих ВИЧ-инфицированных. У нас пока нет ни одного обращения от ВИЧ-инфицированных, что они были где-то его нарушены. Либо как то по разглашению тайны о том, что, то есть врачебная тайна о его диагнозе, так и по различным другим, как называется в научном мире, стигмой, да, когда общество не принимает ВИЧ-инфицированных. Ведь ВИЧ-инфицированные... По словам Романа Галимова, сегодня большое внимание необходимо уделять профилактике ВИЧ. Задуматься о своем здоровье население заставили бы публичные откровения ВИЧ-инфицированных, но рассказать о своих ошибках в регионе пока не готов ни один больной. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.